ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Жителям нескольких городов в Коми пришли квитанции с корректировкой оплаты за тепло. Для многих неожиданно оказалось, что они должны сверх ежемесячного заплатить еще 5-7 и более тысяч рублей. При этом еще и за 2017 год или даже плюсом несколько последних месяцев 2016. У многих это вызвало шок и множество вопросов. Наверное, центральный из них: если уже установлен общедомовой счетчик и есть показания, то какие перерасчеты тогда? В течение отопительного сезона жители рассчитываются по нормативу на отопление на квадратный метр, утвержденный, допустим, по городу Ухте. Они ежемесячно не по прибору учета рассчитываются, а по нормативу. Потом в течение 12 месяцев будет производиться перерасчет уже по показаниям общедомового прибора учета. Он может быть как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Это зависит и от погодных условий, которые у нас сегодня, естественно, есть там морозные месяца или более теплые месяцы. Это зависит от того, какова конструкция дома, например. На примере еще раз. В 2016 году ваш дом потребил 5 единиц тепла. В 2017 вам выводят норматив, и весь год вы платите по этой усредненной цифре. Затем снимаются показания общедомового счетчика и смотрят, соответствуют ли они среднему нормативу и данным прибора учета. Если потребили больше, доплатите. Если меньше, должны вам. Есть и другой вариант расчетов с Комэнергосбытом каждый месяц по счетчику. Это решение должны принять собственники на общем голосовании. В Ухте таких домов сегодня 22. В чем плюсы и минусы? Надо понимать, что в зимние периоды в квитанциях будет гораздо большая сумма, потому что зимой фактор расчета гораздо больше. Холодная зима, погодные условия разные. Соответственно, допустим, по январю у вас может прийти в пределах в средней квартиры 8 тысяч, да? Там в марте это может быть 1000 рублей, а июнь, июль, август, когда будет отключено отопление, вообще 0. Но в этом случае надо рассматривать вопрос льготной категории граждан. То есть получается, у пенсионера в январе будет достаточно приличная сумма, а в июле это будет 0. И люди, которые получают субсидии и льготы, могут здесь не согласиться перейти на такую форму расчета. Частые вопросы. Не платим ли мы больше, потому что в доме есть магазин или офисы? Не раскидывается ли сумма на добропорядочных плательщиков за счет тех, кто ничего не платит из других квартир? Ответ – нет. Магазины и так далее получают свои корректировки согласно показаниям общедомового счетчика и занимаемой площади. Сумма от неплательщиков на всех не делится. Если у вас есть сомнения в правильности показаний, вдруг да и соврал прибор, как проверить цифры самостоятельно? Сделать это действительно можно. Если человек хочет узнать об этом, понятно, он может обратиться в управляющую компанию в первую очередь, он может обратиться к нам в письменном даже виде, или через сайт нашей Комэнергосбытовой компании. Мы предоставим эти все распечатки, эти все объемы, или хотя бы помесячный расход, чтобы это было людям понятно, как это происходит, и могут узнать эту информацию. Сейчас к нам очень много обращений приходит по письменным заявлениям. Мы готовим эти табличные формы, чтобы было понятно, сколько в месяц расход идет, как это все происходит. Посмотреть на счетчик своими глазами также возможно. В конце концов, именно сами собственники оплачивают покупку из своего кармана. Контроль и обслуживание в большинстве ситуаций должна осуществлять управляющая компания. Стоит обратиться туда. Резюмируя все сказанное, корректировка проводится уже 3-й год и вовсе не нова. Если законодательство не изменится, то будет она и в 2019. Если сумма в квитанции к оплате катастрофа для семейного бюджета, а это очень часто, то Комэнергосбыт предлагает рассрочку. Нужно заключить соглашение на 3-6 месяцев. Оно предполагает постепенное погашение, при этом штрафов и пений за это время не будет. Рассрочка, кстати, беспроцентная.